Улучшение инвестиционного климата в Северокавказском федеральном округе обсудили на совещании у зампреда правительства России Александра Новака. В ходе встречи были рассмотрены результаты работы регионов СКФО за 2024 год и намечены планы до 2030 года. Сейчас ключевая задача на Кавказе – поддерживать инвестиционный ритм. По итогам 2024 года СКФО достиг ключевых показателей. Уровень выполнения поставленных целей экономического развития составил 99,7%. Из 100 ключевых проектов 30 завершено. Они принесли округу 400 миллиардов рублей, 70 в разной степени реализации. В 3 раза уменьшился уровень безработицы. В результате реализации проектов было создано более 2 миллионов рабочих мест, превышая запланированные 2 миллиона. Округ стал более открытым, повысилась активность кредитных организаций. В туризме помогает управление через создание особых туристических зон. По программе льготного кредитования построено 2 отеля, строится еще 20. Завершена реконструкция аэропортов, идет развитие пригородного сообщения. В округе осуществляется тиражирование положительного опыта, однако остается ряд нерешенных проблем. Сейчас ключевая задача, чтобы регионы выполнили взятые на себя обязательства по снижению тарифов до 2027 года. Среди сдерживающих развитие округа факторов названы ограничения в энергетике и ЖКХ, а также неисполнение застройщиками своих обязательств. Было предложено сосредоточиться на прорывных проектах, уже одобренных правительством Российской Федерации. Несмотря на небольшое снижение индекса инвестиционной привлекательности, объем инвестиций в проекты СКФО в 2024 году составил 46 миллиардов рублей. Напомню, что с 25 по 27 мая в Минеральных водах пройдет Кавказский инвестиционный форум. Ингушетия планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией и Дагестаном, чтобы расширить сотрудничество с братскими республиками, совместно наращивая производственные мощности и обеспечение продовольственной безопасности, отметил накануне глава Ингушетии.